На вершине Кавказа, где снежная глушь, я высек бы золотом слово «ингуш». Друзья, всех приветствую, Хамди, меня зовут Артем, и я нахожусь в зимней колыбели всего ингушского народа в Джирасском районе, который мне очень-очень нравится. И в этом видео я хотел бы показать вам вот эту зимнюю красоту ингушских гор. Тем более становилась очень такая теплая, хорошая погода. Поэтому, если вам интересно, тогда оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять, нажимайте на колокольчик, поддержите лайком и делитесь своими мнениями, впечатлениями, задавайте свои вопросы у меня здесь внизу в комментариях. В какой красоте живут ингуши и жили их предки. Очень радует, что в Ингушетию приезжают туристы из разных регионов России. Внутренний туризм у нас развивается в геометрической прогрессии. Я нахожусь в гостях на землях у одного из крупных тейпов Республики Ингушетия – Оздай. Это фамилия Оздоевы. И вы знаете, как доказать, что ингуши – это коренной народ Северного Кавказа? Все очень просто. По их древним историческим кладбищам в средние века у ингушей было много обществ. Это они уже чуть позже объединились и стали одним народом. Так вот, когда они проживали на этих землях, в своих средневековых башенных комплексах, то своих людей они хоронили вот в таких солнечных могильниках. Вот именно этот солнечный могильник, он округлой формы, как вы видите. И, как правило, в таком солнечном могильнике покоился один человек, самый уважаемый из семьи. А большинство хоронили вот в таком общем солнечном могильнике. И как я узнаю, что, например, то или иное архитектурное сооружение принадлежит именно ингушам? Потому что у ингушей уникальная архитектура по пирамидально-ступенчатой крыши, как вот это, видите? И как раз-таки в этом солнечном могильнике можно увидеть останки предков ингушей. Вот здесь вот черепа, кости, все это сохранилось. К сожалению, после того, как ингушей насильно выселили с их исконно-исторических земель, в Казахстан, в Киргизию, в Сибирь и так далее, их солнечные могильники стали грабить. Потому что ингуши раньше, да, хоронили людей не просто, да, оставив тело на произвол судьбы, они его как бы мумифицировали и, как я здесь узнал, хоронили с драгоценностями, золотом, с драгоценными камнями и так далее. И вот как раз эти драгоценности забрали, одним словом. Разворотили здесь все могильники, что не очень красиво. Ну, а сейчас нельзя это трогать, предавать земле, ну, потому что так когда-то ингуши хоронили своих предков. И самое главное, ингуши никогда не присваивали ни одного чужого квадратного метра и никогда не пытались присвоить себе чужую историю. Но сейчас я спущусь вниз, пройдусь там по заснеженной тропе к башенному комплексу Вовнушки. Мне очень хочется похвалить весь тейп Оздоевых за то, что они так бережно относятся к своим предкам и к истории ингушского народа. И вот отреставрировали все солнечные могильники, привели все кладбища в порядок. Сейчас вот башню, я вижу, приводят в порядок. Огородили ее от больших машин, чтобы они не заезжали, потому что от вибрации она уже стала рушиться и трескаться. И вот здесь вот к солнечному могильнику проложили даже тропинку, что очень удобно. Тут очень-очень такой крутой склон, и можно упасть. Очень больно. Вот. Оп. Посмотрите, сколько здесь в горах снега. Очень много. Так, ну, а я, как сказал, иду вам показывать красоту. А именно, одно из чудес России. Помню, по-моему, участвовал в голосовании. Это башенный комплекс Вовнушки.
Подошел я поближе к башенному комплексу Вовнушки, и он меня всегда впечатляет своей архитектурой, потому что это же строили в средние века, и я до сих пор вдохновляюсь и поражаюсь предкам ингушей, которые вот построили именно этот башенный комплекс, который влитый в скалу. Как они туда затаскивали камни в те времена? Если я еле поднялся к солнечным могильникам сейчас, по проложенной уже нашими современными ингушами тропе, понимаете? И вот я сейчас вижу, что строят какой-то новодел, скорее всего, жилую башню. Идут реставрационные строительные работы. Не мне судить, я не знаю, хорошо это или плохо, но я все-таки считаю, что нужно просто сохранить то, что осталось от предков, то, что было вот до наших времен сохранено, и нам нужно просто это беречь, и все. А вот строить новое, это, конечно, не знаю. Что думаете вы, можете поделиться своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Но я спрашиваю именно у моих подписчиков-ингушей. Я обошел башенный комплекс Вовнушки с другой стороны, и здесь увидел вот такую вот красоту. Это первая часть башенного комплекса. И раньше, в средние века, вот между двумя этими скалами, видите, был подвесной мост. И, возможно, его возобновят. Но это очень сложно. Вот, может быть, Атейп Оздай Оздоевы придумает, как это все восстановить. Но на картинах, конечно, впечатляет. И да, время никого не щадит. Я вижу, как действительно вот у этой части башни на стенах пошли большие прям трещины. И что это может в любой момент обрушиться. Поэтому, да, действительно нужно отреставрировать, нужно сохранить. В таком же виде все. Просто сделать так, чтобы не разрушилось. Ну что я хочу сказать. Оздоевы неплохо устроились. Красивый башенный комплекс. Вот, речушка здесь бежит. По-моему, здесь проходил в те времена шелковый путь. Оздоевы, видимо, тоже брали дань. Ингуши так просто не отпустят, они гостеприимные люди, но за гостеприимство тоже брали, наверное. Я шучу, конечно. Ингуши добрые. Нет, конечно, в те времена было сложно жить, и да, ингушей боялись. И чтобы они позаботились, да, о караванах и о тех, кто здесь проходил мимо, приходилось им платить дань. Ну, а как по-другому? Здесь не кричат, здесь молчат. Под этим снегом не просто камень, под этим снегом предки. Это Джейрах, исконная историческая земля ингушей. Башни стоят здесь не как украшения, они стоят как свидетельство. И если прислушаться, то можно услышать историю, которую никому не удалось стереть. И здесь, в колыбели всех ингушей, я чисто случайно встретил своего друга Хамзу. Он известный пчеловод, и у него один из самых лучших медов в России. И в целом его семья Хамчиевых занимается пчеловодством с 1886 года. Мед, который добывается именно в горной части, он аллергии не дает. Почему? Потому что в горной части нет падевого меда. Угу. И у нас вот ребята реально есть отзывы, которые по меду дают бомбические отзывы, что у них нету ни аллергии, ни сахар не поднимает. Ага, хорошо. Так что... Я, кстати, сахар вообще не ем. Я Не только ешь, мед. И давно ты не ешь сахар? Ну, где-то давно, лет 5. Прикиньте, 5 лет человек не ест сахар и чисто на меду. Я обманул, знаете почему? Потому что я покупаю торт. Там есть сахар, да. Ну, вообще, сахар есть везде. Во фруктах, например. Ну, там фруктоза больше. Но чай... Вот некоторые берут в чай, добавляют сахар.
Я не добавляю, я добавляю мед. Или, например, варенье. Или варенье. Но там сахар есть, все равно я больше мед. Это я с Алтая так. Ну и поэтому у меня с сахаром все в порядке. Так что советую всем пить натуральный травяной чай. Почему? Потому что Сейчас, тут да. башни, Вовнушки. вовнушки, и полностью вы как Да. бы чувствуете мяту, вот чабрец, то, что вот находится тут. И долгожители были самые количественное, многое количество долгожителей, это у ингушей. Почему? Потому что они всегда пили травяной чай и только натуральный продукт пили. Ой, ну не надо еще, я добавлю. А кто в горах-то тут живет? Смотри-ка. Говорит, я буду травяной чай пить на равнине, столько не проживу, давай так. Да. Тут экология, горы, сила, дух. Вот. Ну что, Хамзу вы сможете найти в Нельзяграме, а также ВКонтакте ты есть? Вы можете по номеру телефона. Либо по номеру телефона я внизу, да, укажу. Кому интересно, заказывайте на любой вкус, на любой цвет. Мед, варенье, травы. И на любой кошелек. И на любой размер. Да. От души спасибо. У меня что- не такая банка. Ничего, мы сейчас тебя зарядим тестостероновой Бомбой. и ты будешь уже конкретно заряженный. Да, все, давай, спасибо, души. Сахов. Ну, а теперь мы с Хамзой идем снимать древний храм. Там, как сказал Хамза, ведутся раскопки, да, реставрационные работы. Да. И уже храм считается не 8 века. И совсем скоро официально может стать 4 веком. Возможно. Датироваться. Всё возможно. Все возможно. Вообще, из-за того, что ингушей репрессировали и силой, как сказать, выслали с их исконно-исторических земель и стали стирать их историю, сжигать все, что было у вас. Сейчас ее по крупицам мы все вместе собираемся собрать по всему миру. Поэтому это вполне вероятно, что такое может быть. Потому что вашу историю кто-то переписал, кто-то себе пытается присвоить, а кто-то вот, да. Несколько дней назад был очень сильный ветер и... Ничего Вот, себе, всё железо это, прям, в да. смысле. Ну, поправят. Вот. Да, проведение ремонта реставрационных противоаварийных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения храма Тхаба-Ирды при поддержке Микаила Сафарбековича Гуцериева. Так. А он закрыт, видимо, не подпускают. Можно вот, Ну, меня бы запустили, я себя попросил заранее. Ну, так, обойдем. Я его снимал раньше. Посмотрите, какой красивый храм. Я помню, его видел первый раз, он не был таким. Это его отреставрировали уже, собрали, крышу сделали, чтобы она не протекала, потому что в 2019 году она протекала. Он был в очень плачевном состоянии. И самое главное, наконец-то ингуши решили устанавливать камеры. Знаете для чего? Не от того, чтобы тут, ну, кто-то забор утащил или еще что-то, а потому что находятся люди, как я уже говорил, которые, я грубо выражусь, воруют камни, утаскивают себе и потом говорят, что это их. Ингушский камень утащат, на углеводородный анализ сдают, а потом говорят, что это их. Да. Что? Вот, смотри, вот. Ножки Слушай, а вот это остались, круглое, да, что а такое? сверху полностью нет. Да? Ага. Да, ворует. Ну, Здесь же несколько лет назад воровали. Да, Вот да. это за круг, вот, из как- О, я не знаю, Стоунхендж. Было раньше. Так, этого не было раньше. Мы идем к Стоунхендж, ингушский. Как- Да. Это 12 стульев поставили на основе того, что 12 веков раньше тут собирались, решали проблемы, решали огромные задачи, которые связаны с тейпами. Или там, например, Ага. дальнейшие вот это. Вы можете найти информацию именно про 12. Да, я понял. Это, скорее всего, старейшины Ингушетии, разных ингушских обществ здесь собирались. Да. Рыцари круглого стола. Ну, это хорошая, кстати, идея. Я это не видел. Это что-то новенькое. Рыцари ингушского. Вот летом сделали мероприятие, посвященное именно тут. Да. И там все шкурами здесь вы еще покрыты. Да.
Ах. Очень красиво. Работали ребята, конкретно вот точили вот эти большие камни, видишь, огромные камни, они наточенные полностью, сделаны, чтобы можно было сесть аккуратненько. Вот таким образом. Мгм. 12 камней полностью с каждого тейпа самого старшего, самого ответственного, самого такого вожака, можно сказать, выбирали и сажали. Мгм. И в дальнейшем они обсуждали по разные такие вот темы, которые связаны, которые нужно решить в дальнейшем. Или, например, набеги, если кто-то делал, именно в этом цели, как защитить, что лучше сделать, которые будут тейпы впереди стоять. И с каждого тейпа, например, по 10 человек там отправлялись, ну, на большую армию собирали, когда Мгм. и самых отважных, самых, которые вот реально могут противостоять вот таким образом, решались именно вот такие вот моменты. Но в дальнейшем вы можете еще найти информацию. Артем полностью описание сделает внизу. Да. Вообще для чего использовались эти Ну, 12 стульев. И многие собрания проходили в самом храме Тхаба Ерды. Да. И, скорее всего, вот в хорошую погоду. И плюс еще сейчас реставрацию начали потихоньку делать, и эта информация именно сразу же вынесли сюда, сделали вот такой вот 12-стульевый круг. И потихоньку археологи тоже очень многое нашли. Потихоньку будем изучать эту тему. Мгм. Это хорошо. Ну что, здорово, что все развивается в Ингушетии, много интересного становится. А это значит, сюда будет все больше и больше приезжать туристов, но у тебя будет все больше и больше клиентов. Солнце уже заходит за горизонт, а я после ингушского чая у Хамзы приехал поужинать в одно из самых красивых мест России. И, наверное, одно из самых красивых кафе здесь, на Северном Кавказе, которое находится на локации Цейлом. И вот пока готовят в этом замечательном кафе мой чечевичный суп, конечно же, ингушские лепешки чапельк и в целом ингушский чай, я решил немножечко прогуляться здесь по локации Цейлом, потому что, по-моему, зимой я не снимал только летом. И вам покажу заодно. Заметил, что установили высоченный флагшток и водрузили флаг Республики Ингушетия. Сейчас просто безветренно, и он так вот не развивается. Но я представляю, как будет красиво, когда будет дуть ветер, и гигантский флаг на самой высокой точке здесь, в Ингушетии, будет развиваться. Очень красиво будет на фоне Ингушских гор и Кавказского хребта. Ну и, конечно, я нагулял аппетит и не смог не зайти на ужин в мое любимое кафе Цейлом. Заказал я себе суп чечевичный, очень вкусный, всем рекомендую. Также мои любимые ингушские манты с говядиной и мой любимый ингушский чапельк. Это тонкие лепешки, конкретно эти с творогом. И к нему мне принесли варенье из белой черешни и варенье из вишни. Все так вкусно. Еще чуть позже принесут чай с чабрецом, и вообще будет по красоте. Ингуши никогда не оставят своего гостя голодным. Ну а вам большое спасибо, Баркл, что досмотрели до конца. Чтобы меня не потерять, не забудьте подписаться, поддержать лайком и нажать на колокольчик. Ну и, конечно же, делитесь своими впечатлениями и мнением об увиденном и услышанном. Ну а меня по-прежнему зовут Артем. Увидимся в следующем видео. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена.